Родина. Со школьной скамьи мы знаем значение этого слова, наполненного патриотизмом и любовью к своей стране. А с материнским молоком мы с детства впитываем такое понятие, как «малая Родина». Это то место, где ты родился, где живут твои родители, бабушки, дедушки, где жили твои предки. Территория Южной Якутии и есть малая Родина для ивенков. Тут они испокон веков вели свой традиционный образ жизни, растили и воспитывали детей, прививали им культурные ценности своего народа и, конечно, любовь к природе. Именно тут ивенки одомашнили таежных оленей и наряду с охотничьим промыслом развили сельскохозяйственную деятельность – оленеводство. Ведь, как говорят старожилы, жив олень, жив ивенк. Да, конечно, большую часть жителей Нерингринского района все-таки составляют приезжие, работающие вахтовым методом. Но также и есть новое поколение рожденных в Нерингре и пустивших тут свои корни, которые гордо называют Южную Якутию своей малой родиной. Малая Родина. У каждого она своя. Но любое место нашей огромной страны для кого-то свое, родное. И янгринский, и венкийский национальный наслед. Уникальное, свое, родное. И пока жив в этих краях олень, живет и здравствует эвенк. И, может, поэтому и Янгру выбрали для проведения первого международного чемпионата по традиционному оленеводству. Здравствуйте, друзья! В этом выпуске предлагаю вашему вниманию видеообзор об этом зрелищном и насыщенном событии. Время проведения чемпионата совпало с традиционным для янгринского наслега празднованием Дня оленевода. А потому культурные и спортивные мероприятия проходили целую неделю, лишь меняя локации. А началось все 14 марта на реке Иенгра с детских соревнований Илмакта-Этечимни, в программу которых входили прохождение таежной эстафеты и, конечно, гонки на оленях, в которых приняли участие воспитанники школ «Арктика», «Золотинка» и Янгринской школы-интерната.
17 марта в Нерюнгри, в Центре культуры и духовности имени Александра Сергеевича Пушкина, состоялось торжественное открытие чемпионата, венцом которого считают театрализованную постановку по мотивам легенды о спящей красавице. Давным-давно, когда не было в нашей округе гор и текли большие полноводные реки, лишь оленные люди, впервые пришедшие на эти земли, населяли их. Давно это было. Богатая тайга, полноводные реки, здесь мой народ обретет свое счастье. Дочь моя, Аякчана, позови весь народ сюда. Волосы черные, как крыло у старого ворона, до самой земли доставали. Глаза, как две звезды в темную ночь горели. Зубы белые, как снег на вершинах гор сверкали. Как пойдет ранним утром за водой к ручью, так хариусы из воды высовывались, чтобы полюбоваться прекрасной девушкой. Что заставило некогда дружных братьев вступить в бой и разрушить все вокруг? Отец мой, прости меня. Во всем я виноват. Я играла великим чувством в любовь. Это неожиданное признание любимой и единственной дочери, как молния поразило шамана в отцовское сердце. И с великой тяжестью на душе он принял нелегкое решение. Пусть дочь моя будет наказана, пусть превратится в вечно спящую красавицу, напоминая всем, что без любви нельзя в этом мире жить. И превратилась Аякчана в спящую красавицу гору. Ее волосы, длинные и черные, как крыло старого ворона, превратились в ветвистые чистейшие реки. И потекли из ее глаз слезы в два ручья, от которых образовалось озеро с прозрачной хрустальной водой. Успокоились все в округе, но не успокоилось сердце у старого шамана. А на красавицу смотрят жители Иенгры. Спит она и как бы говорит всем: нельзя без любви на этой земле жить. Нельзя. И по завету избранника неба, великого шамана, на Иенгринской земле, где небо, на котором переливчатый ручей струится, а по звездам песни бродят и мерцают негасимо, целуют землю олени. Народ эвенков живет, чтя традиции, преклоняясь силе природы, солнца и огня. 18 марта участники чемпионата из 13 регионов России, а также гостей из Китая, Монголии и Гренландии прибыли на ледовую площадку в селе Иенгра, где предстояло выяснить лучших в нескольких компетенциях. Для женщин это лучшая чумоработница. Для мужчин установка каркаса для чума на время.
технические навыки по устранению неисправности в снегоходе. Были, конечно, еще и прыжки через нарты и ловля оленя на маут, но они прошли немного ранее. И, конечно, гонки на оленях упряжках. — 19 марта здесь же на реке прошли гонки на оленях упряжках среди родовых общин Иенгринского и Венгийского национального наслега. Сейчас мы находимся на льду речки Иенгра, в селе Иенгра, где, собственно говоря, и проходит самый интересный этап. Это заезды на оленях упряжках. Мы ждем самого интересного. Это массовые заезды. Будет два массовых заезда. Это мужчины и женщины. Массовые заезды всегда самые зрелищные, самые интересные. Ну и, конечно же, именно в ходе этих заездов и проходит самая основная борьба оленеводов, потому как на кону стоят два снегохода. Как вы знаете, снегоход для оленевода – это незаменимый помощник.
По итогам чемпионата в командном зачете первое место – Ханты-Мансийский автономный округ, второе – Ямало-Ненецкий автономный округ и третье место – команда Республики Саха-Якутия. В поддержку наших оленеводов скажу, что в компетенции гонки на оленях упряжках все призовые места заняли оленеводы Иенгринского наслега. А в гонках среди местных родовых общин абсолютным победителем у мужчин стал Александр Кириллов, а среди женщин – Анна Колесова. Да, конечно, выпуск получился не совсем в формате испытано на себе. Но поверьте, испытаний мне хватило с лихвой, так как участвовал в организации со стороны Иенгры. А это и установка сцены, звука, палаток. Работы было много, так что не всегда получалось совмещать с операторством. Кстати, в ближайших выпусках хочу познакомить вас с бытом оленеводов и научиться ставить эвенкийскую палатку. Засим разрешите откланяться. Спасибо за внимание и до новых встреч.